Водитель, сбивший на прошлой неделе бежевский школьника, задержан. Напомню, в среду вечером автомобиль сбил 8-летнего Артура. Водитель посадил его в машину, но, проехав несколько метров, высадил, дав влажную салфетку вытереть кровь. Видео с камер наблюдения дало повод инспекторам искать светлый седан. Точку в поисках поставили очевидцы. С подробностями Ольга Прохорова. Светлая иномарка «Седан». Вот и все приметы, по которым несколько дней в Ижевске искали водителя, сбившего Артура. Полицейские отсмотрели записи всех камер наблюдения в округе, но найти и задержать беглеца помогли свидетели. Необходимо отметить, что происшествие стало доступным двум очевидцам. Это отдыхающие санаторий «Энергетик», которые информацию в органы полиции не сообщили. Данная информация была получена путем опроса их знакомых. Все это время очевидцы молчали, не хотели портить себе отдых, ведь затаскают на дачу показаний. Но рассказали своим знакомым, что видели белую Тойоту Короллу, запомнили 2 цифры номера. По цепочке информация и дошла до полицейских. Когда инспекторы явились к водителю, тот вину отрицать не стал. Я его хотел увезти в больницу, чтобы быстрее. Он раскричался: я не сяду в машину, вы меня убьете, зарежете, бросите в лесу где-нибудь. А почему вы не решили, чтобы позвонить, выйти из автомобиля, позвонить в госавтоинспекцию, в скорую помощь? Растерялся просто сам. 1,5 года лишения прав. Такое наказание уже назначил суд. Дальнейшее процессуальное решение зависит от предстоящей судебно-медицинской экспертизы. По ее итогам станет понятно, какой тяжести повреждения причинены мальчику. Скорее всего, его выпишут в пятницу для прохождения дальнейшего лечения дома и дальнейшей реабилитации. Обучение Артур будет проходить тоже дома, то есть ему предстоит домашнее обучение и дальнейшая долгая очень реабилитация. Очень благодарна ГАИ и свидетелям. Мама Артура сейчас неотлучно находится с сыном в больнице. Говорит, по словам врачей, последствия такой травмы, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, непредсказуемы. И тем не менее прогнозы докторов полны оптимизма. Ольга Прохорова, Иосиф Воробьев, Вести, Удмуртия. Вот, и также имеется, когда ребенок выходил, также имеется на ручке. Растерялся. На ручке реакция на перекись водорода. Следы имеют белое вещество. Видно, да, это? Еще раз поясните, пожалуйста. Видите, да? Я его хотел увезти в больницу, чтобы быстрее. Он раскричался: я не сяду в машину, вы меня убьете, зарежете, бросите в лесу где-нибудь. Это почему не остановились на месте, не вышли? Я как не остановился, я остановился. Нет, а почему вы решили, чтобы его посадить и отвезти в больницу? А почему вы не решили, чтобы позвонить, выйти из автомобиля, позвонить в госавтоинспекцию, в скорую помощь? Растерялся просто сам. А почему сами потом не обратились в госавтоинспекцию? Не знаю. Наверное, посчитали, что нет необходимости в этом, да? Так, один. Выезжаете с левым поворотом на улицу Ухтомского. И что дальше? Где примерно? Проезжаете санаторий «Энергетик». Да я там даже не знаю, как что они там. Ну, на углу санаторий «Энергетик». Направо поворот на Металлург, так? Ну, наверное, я тут недавно жил еще, я еще там не знаю, где что находится. Ну, я понял. Вот вы, короче, поворачиваете налево. Да, и прямо. Прямо все едете. Да. Справа «Энергетик» начинается, санаторий. Ну, вот только дорога на новостройке. Посадка только заканчивается слева, вот он выскочил здесь. Так, вы едете, что происходит? Вы едете. Что видите дальше, расскажите мне. Он уже выскочил вот прямо перед машиной. То есть слева направо выбегает ребенок. Да, он слева направо, ну как получается. Он бегом бежит или пешком? Бегом, он вообще бегом бежал. Бегом бежит? Почему вы не успели затормозить или что? Я вот когда уже передо мной я затормозил. Но не получилось затормозить. Нет, затормозить-то получилось, но удар произошел. Уже все равно произошел удар. Контакт передней частью середины, бампер и капот, да? Бампер, да. И ребенок отлетает. Ну, где-то да, на метр отлетел. На метр отлетает, и что? Голова как у него пострадала? Голова у него просто с носа кровь побежала немножко вроде. Салфетки-то выдавали с носа? Да, вот нос выделить кровь. Ну а голова не пострадала разве? Он не ударился об бордюр, об что-то еще? Да там ни бордюров, ничего нету. А голова от чего пострадала у ребенка? Бордюр, может быть, рядом есть, он ударился? Нет, ничего. Давайте пройдем, если что. Так, и что дальше? Ребенок упал, вы останавливаетесь. Да? Да, я восстановился, выскочил сразу. Так. Давай его ощупал, он все нормально, потом заревел.
Я говорю, поехали скорее в больницу. Нет, говорит, не поеду. Потом, ладно, села в машину. Вы меня сейчас увезете, вы меня убьете, вы мне черт знает что сделаете. Остановитесь, я поеду к маме. Я говорю, где мама? Мама вот здесь. Я метров 200 проехал. Мама у меня, говорит, вот здесь. Пока тут он выскочил, побежал, и все, я его потерял просто. И куда он убежал, не понял. То есть вы остановились, в это время ребенок выскочил и побежал. Да. Только потом вы поехали, после того, как ребенок убежал. Да. А куда убежал, вы не видели? Я даже темно не видно. Темно, стемнело уже, что 5 часов уже темно было, и еще фонари не горели эти. Он был с ранцем, да? Ранец у него и пакет был. Ранец на нем был, да, и пакет у него в руках. А салфетки-то вы ему предложили, когда кровь у него из носа потекла? Я увидел, что у него кровь, да, я ему сразу выйти сказал. А вы видели, что у него голова-то тоже шапка протекать начала? На голове нет, ничего не видел. На голове шапка была у него одета? Он в руке ее держал. В руке. Он еще потрогал мне голову, я потрогал, на голове ничего не было еще. А он, то есть, сказал потрогать голову? Да. Даже голова болела, да? Он на всеми закричал, очевидцы сказали. Ну он закричал, да. Там трое мужчин, говорит, заорал, мы, говорит, он закричал, да. метров за 100 они стояли, оборачиваемся, удар такой, хлопок об машину, и ребенок кричит. Сегодня мы их Он опрашивали. закричал, да. Мы их сегодня опросили. Потом вы садите ребенка в машину, говорит, проезжаете несколько метров, потом он выскакивает, убегает, и вы уезжаете резко. Вы резко уезжаете, а он резко, убежал. резко. Ну на видеокамере это можно, это видно все. Я ничего не говорю. Просто я говорю, он сразу убежал, а куда я даже не понял, куда он убежал. Ну надо было маме-то как-то сказать, давай маме позвоним, окажем помощь тебе, как-то я тебя переведу. Вы же видите, маленький ребенок, 8 лет. Вы же взрослый человек. Так ребенка оставить, вы же понимаете, что шоковое состояние у ребенка. Так у меня тоже было шоковое состояние. Так вам-то надо было это поступить-то разумнее. Ну, не получилось сюда почему-то. Я ничего не говорю. С решением суда согласны? Нет. Аргументируйте. Считаете, что вы не виноваты? Или что? Я виноват, но не до такой степени. Вы считаете, А что... такое, у вас есть какая-то степень еще виновности, что ли? Вы сам имеете ребенка-то, нет? Я смотрю, у вас сын-то взрослый уже, наверное, да? Вы вообще думаете, о чем говорите-то? Сотрудниками группы розыска отдельного батальона ДПС установлен водитель 26 ноября, совершивший наезд на 8-летнего мальчика. Происшествие имело место в вечернее время в районе санатория «Энергетик». Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, водитель оставил место происшествия. В настоящее время водитель не отрицает факта совершения происшествия и последующего оставления его места. В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по части 2 статьи 12.27 Административного кодекса. Данная статья предусматривает санкции вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, либо лишения специального права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет. Здесь необходимо отметить, что происшествие стало доступным двум очевидцам. Это отдыхающие санатории «Энергетик», которые информацию в органы полиции не сообщили. Данная информация была получена путем опроса их знакомых.